Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Служба государственной безопасности Республики Абхазия распространила информационное сообщение в связи с возникшим обсуждением вопроса выдачи абхазской стороной Грузии осужденного и отбывавшего наказание на территории Абхазии Георгия Лукава. Состоявшаяся передача Лукава грузинским властям является составной частью процесса обмена заключенными, активная фаза которого имела место в марте 2016 года, отмечается в сообщении. СГБ Абхазии напоминает, что в марте указанного года при участии глав МИД Республики Абхазия и Республики Южная Осетия на государственной абхазо-грузинской границе состоялась процедура передачи заключенных. Абхазская и юго-осетинская стороны обменялись с грузинской стороной заключенными. Служба государственной безопасности обращает внимание на то, что принятое решение об обмене заключенных явилось ответом на соответствующую просьбу руководства Республики Южная Осетия оказать содействие по освобождению юго-осетинских граждан, осужденных в Грузии на длительные сроки лишения свободы, в том числе и пожизненно. Данное решение было высоко оценено руководством Республики Южная Осетия и стало еще одним подтверждением союзнических отношений между Абхазией и Южной Осетией. Осужденный Лукава также был в списке лиц, которые подлежали обмену. Однако его передача в тот период не состоялась по ряду причин. Впоследствии, когда данные причины утратили силу, Лукава был передан властям Грузии. К другим новостям. В преддверии Нового года в Министерстве обороны страны прошло торжественное собрание. Военнослужащим были вручены очередные звания, медали и грамоты. Министр Мираб Кишмария поздравил весь личный состав Министерства обороны и отметил последовательное решение задач, стоящих перед вооруженными силами. Абхазия многого добилась за послевоенные годы, сказал министр оборонного ведомства. Он выразил благодарность военнослужащим за несение ими службы с честью и достоинством и пожелал в новом году успехов в профессиональной деятельности. Мы стоим на пороге Нового года. С его приходом люди традиционно связывают надежду на лучшее. Разумеется, и наши военнослужащие думают о том, что принесет им армии, государству 2018 год. Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений, обогатил новым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть, что последовательно решаются задачи, стоящие перед нашими вооруженными силами. За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много событий. Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах. Неудачи научили нас не опускать руки. В 2017 году мы отметили замечательную дату 25 лет образования Министерства обороны Республики Абхазия. В новом 2018 году нам с народом Абхазии предстоит празднование 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это поистине историческая дата, символ беспримерного массового героизма, самоотверженности и верности Родине. Это общенародный подвиг, принесший освобождение нашей стране. Особое пожелание тем, кто эти праздничные дни несет службу в караулах и во внутреннем наряде, обеспечивая спокойный отдых своих сослуживцев. Искренние слова поздравления адресуют тем, кто встречает 2018 год вдали от Родины, офицерам и курсантам, находящимся на обучении в военно-учебных заведениях. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Новым годом и Рождеством Христовым. В поздравлении президент, в частности, выразил уверенность, что и в наступающем году отношения между нашими странами и впредь будут динамично развиваться. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Новым годом и Рождеством. Поздравлений, в частности, говорится: в уходящем году Россия и Абхазия продолжили работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Совершенствовались механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества, расширялась договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия. С новогодними праздниками Дмитрия Медведева поздравил и премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц. Пусть Новый год будет успешным, благополучным и счастливым, ознаменует собой дальнейшее укрепление и расширение всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, отмечается в поздравлении премьера.
Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Валерий Кварча направил поздравления руководству Федерального собрания Российской Федерации. В поздравлениях, направленных председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, Валерий Кварча выразил уверенность, что намеченные планы взаимодействия Народного собрания с Советом Федерации и Государственной Думой и принесут еще более ощутимые результаты сотрудничества между Абхазией и Россией. После 5 лет ожидания в торжественной обстановке был открыт республиканский противотуберкулезный диспансер. В церемонии участвовали министр здравоохранения Тамас Сахнакия, депутат парламента Алхаз Джинджолия, главврачи медицинских учреждений республики. Смотрите репортаж Ирины Аршба. Первые попытки изучения климата Черноморского побережья Абхазии для лечения туберкулеза и других легочных болезней относятся к 60-м годам XIX века. Сухум был признан курортом в 1898 году на Международном съезде врачей в Москве. После этого Абхазия стала привлекать к себе внимание известных русских профессоров Остроумова, Гундобина, Боткина, Бутлерова, Левшана и многих других. Природно-климатические условия замечательные для лечения бронхолегочных заболеваний. А в Москве в 1898 году состоялся Международный конгресс врачей, на котором известный профессор Остроумов сказал, что Сухум является прекрасной базой для лечения бронхолегочных заболеваний. И сделал широкую такую рекламу в Европе, чтобы не ездить не в Западную Европу лечиться, там известные курорты, а чтобы, значит, россияне и приезжали сюда на лечение. Да. В современной Абхазии туберкулез получил распространение после Отечественной войны. Больным требовалось комплексное лечение. Для этого использовалось старое здание тубдиспансера, в котором требовался капитальный ремонт. К ремонту приступили в 2012 году. И вот открытие лечебного заведения после 5 лет ожидания. Для нас это учреждение очень важно, поскольку туберкулез является как социально значимое заболевание актуальным и для Республики Абхазия. Только за 2017 год у нас вновь выявленных лекарственно устойчивых форм у пациентов, у 12 пациентов. Это говорит о том, что стационарная помощь и те условия, которые созданы в данном учреждении, очень нужны нашим больным. Диспансер начал восстанавливаться еще в рамках российского комплексного плана, но, как это часто бывает, обнаружились некоторые недоделки. В частности, были проблемы с водоснабжением и благоустройством территорий. На эти цели из бюджета республики, начиная с 2015 года, поэтапно было выделено порядка 7 миллионов рублей. Диспансер рассчитан на 120 коек. Есть и детское отделение. В новом здании появилось хирургическое отделение с операционной и реанимацией, оснащенными необходимым современным оборудованием. Дыхательный аппарат, электрокоагуляторы, ну все, электроотсосы, прекрасный стол. Следует отметить, что в больнице предусмотрено отдельное содержание больных с разными формами туберкулеза. На сегодняшний день на стационарном лечении находится 12 человек, больных активным туберкулезом, которые проходят лечение в отдельном корпусе, рассчитанном на 20 коек. Со временем здесь планируется разместить хоспис. По словам специалистов, в целом по республике доля различных устойчивых форм туберкулеза легких возрастает. В настоящее время у нас по чувствительной форме лечится всего по Абхазии 69 человек, а по устойчивой форме 30 человек. Значит, в этом году у нас всего лечилось по чувствительной форме 205 человек и по устойчивой форме 59 человек. То есть у нас возрастает доля устойчивых форм различных по Абхазии. Что касается медикаментозного обеспечения, то все больные обеспечиваются препаратами за счет государства. Кроме того, подписан меморандум о взаимодействии с международной гуманитарной организацией ЮНИСЕФ, в рамках которого будет осуществляться лечение больных туберкулезом с лекарственно устойчивыми формами. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.
Завершился проект для воспитателей столичных дошкольных учреждений, проводившихся с целью повышения уровня знания абхазского языка воспитателей в дошкольных учреждениях. Проект состоял из тренингов, которые длились около 2 месяцев. По итогам занятий 20 участникам были вручены сертификаты. Организаторами данного мероприятия являются Госкомитет по языковой политике при президенте республики и Сухумский дом юношества. В дальнейшем Госкомитет планирует проводить подобные проекты по всем городам и селам республики. На самом деле, вот подобная серия тренингов, такая планомерная серия тренингов, мне кажется, проходила впервые. Значит, вот это вот все мероприятие действительно состояло из 4 тренингов. Они логически дополняли друг друга, они логически следовали друг за другом. И, собственно, мы действительно получили, как мне кажется, достаточно неплохой результат. Все-таки более 20 воспитателей детских садов серьезно продвинулись в понимании собственной миссии, вот для чего они, собственно, работают. Дарить праздничное настроение в канун самого волшебного праздника, пожалуй, самое доброе дело. Дать возможность поверить детям в сказку, показать настоящее новогоднее представление удалось в торгово-промышленной палате Абхазии. Благодаря им 50 детей из Хворчала приехали в Сухум. В Абхазском драматическом театре детям была показана новогодняя сказка «Как ежик встречал Новый год». Ребята с большим интересом наблюдали за событиями, которые разворачивались на сцене. Но на этом сюрпризы и подарки для детей от ТПП не заканчиваются. В канун наступающего Нового года торгово-промышленная палата проводит свою очередную благотворительную акцию. Сегодня у детишек есть возможность, согласно разработанной нами программе, увидеть новогоднюю сказку в Абхазском драматическом театре, далее отведать обед в Country Chicken, ну и, конечно же, самое главное – увидеть городскую сухумскую елку, где их будут ждать аниматоры, развлекательная, увеселительная программа для детей. Это и бумажное шоу, и ростовые куклы и так далее. И в конце, по завершению данной благотворительной акции, их ожидают новогодние сладкие подарки от имени руководства торгово-промышленной палаты. И хочется выразить огромную благодарность администрации города Тхварчал, потому что мы проводим уже в 4-й раз благотворительную акцию именно для детей из Тхварчала. И мы чувствуем, насколько благодарны и отзывчивы сами родители к тем акциям, которые мы проводим. Далее о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, в праздничные выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. С субботы вечера, ночью и утром, в воскресенье возможен дождь. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.